На неделе руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко призвал врачей не давать медицинский отвод от прививки пациентам без прямых противопоказаний. А до этого попросил медиков, которые ушли на пенсию, вернуться в строй, чтобы помочь больным ковидом. Ситуация с коронавирусом значительно обострилась. В Коми что ни день, то новый рекорд по суточному приросту больных. Сегодня вирус выявлен еще у 347 человек. Ольга Коняева о том, что происходит. Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках, ответил глава Всемирной организации здравоохранения Гебрейесус на вопрос об эпидемии на саммите в Берлине. Для победы над вирусом есть все инструменты, но мир ими плохо пользуется. Речь в первую очередь о вакцине. Счет заражений приближается к 250 миллиарда по всему миру и почти 5 миллионов жертв. Самая сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия замыкает пятерку антилидеров. В нашей стране, создавшей защиту от ковида первой, коллективный иммунитет всего 45%. Мы с вами проследуем в красную зону, где непосредственно получают лечение наиболее тяжелая категория пациентов. Это наш коридор, где располагаются медикаменты, резервная аппаратура, пост медицинской сестры. Ну и непосредственно одна из палат, где оказывается помощь пациентам. Все пациенты, находящиеся в отделении реанимации, как правило, требуют респираторной поддержки. В отделении реанимации инфекционной больницы Коми свободных коек нет. За последние 2 недели поток пациентов еще увеличился. Такой рост заболеваемости коронавирусом в Коми еще не фиксировали. Пациенты к нам поступают крайне тяжелые. К сожалению, данная инфекция имеет полиорганное поражение, когда страдают несколько органов систем, да, это и легкие, слюбная локализация, почки, печень, сердечная мышца, но в том числе и головной мозг. Поэтому пациенты к нам поступают разнообразные. Медики на передовой признаются, уже и не замечают дискомфорта от защитных костюмов, гипоксии от СИЗов. Для работы в красной зоне привлекают специалистов из других учреждений Коми. Нагрузка увеличилась в разы. Один специалист тянет 3 ставки. Если мы работали на 1-2 поста, сейчас работаем на 4. Да, это только наша реанимация, только реанимация вторая. У нас есть при инфекции еще первая реанимация. Они тоже работают на 3 поста. То есть работали на 2, сейчас работают на 3. Посты расширяются, больных много. Надо всем оказать помощь. Очередная волна ковида поднялась с открытием туристического сезона во второй половине июня. В середине лета в Коми уже за 250 случаев стабильно. В начале осени вирус слегка ослабил хватку, а в октябре с новыми силами бьет все рекорды. 300 в день мы перешагнули. Коми горит красным на ковидной карте России, где, впрочем, уже нет зеленых зон. По количеству суточного прироста мы в первой десятке по стране. Я очень сильно этой болезнью заболела. Мне это привычку нельзя делать. Но я вам советую всем вакцинироваться ради ваших сил, вам и ваших близких, чтобы вы всегда были все здоровы. Резерв сил у медицинского персонала давно на исходе. Вместо 25 рекомендуемых на одного врача поликлиники приходится до 100 вызовов в день. Физически столько не успеть. Растет нагрузка на бригады скорой помощи. Только в Сыктывкаре за сутки более 400 выездов. Мы просим приостановить проведение в медицинских организациях плановых профилактических мероприятий, таких как диспансеризация, профилактические медосмотры. Мы находимся на 9-м месте по росту, по уровню заболеваемости ковид. Ежедневно количество коек для стационарного лечения наших пациентов уменьшается. Сегодня будем увеличивать количество коек по Сыктывкару. Держим с трудом 20% рекомендованные, хотя по Сыктывкару этот процент уменьшился за выходные до 8%. Поэтому сейчас задача легких выписывать и дополнительные койки будем вводить. Картина болезни изменилась. Это отчетливо прослеживается по детям. Болели легко или бессимптомно. Так было раньше. Вторая волна с высокой температурой и мультисистемным синдромом. С августа иная картина. В России отмечают случаи гибели детей от коронавируса. В Сыктывкаре от последствий ковида умерла 14-летняя школьница. Дело шло к выздоровлению, но случилось крайне редкое осложнение, нетипичное для возраста пациента. Оторвался тромб. Сейчас стали поступать дети и с пневмониями, и возраст детей значимо снизился. Да? И я делала как раз
обзор и смотрела данные по нашему стационару. Практически в 2,5 раза больше детей стало госпитализироваться и по республике Коми у нас. И до 30% это дети раннего возраста, до года. И даже у нас были случаи госпитализации в отделении реанимации детей до года. Ну вот, как и у взрослых, более тяжелое течение. Но вот я считаю, что это связано с новым дельта-штаммом, да, и также более тяжелая клиника у детей. Индийский дельта-штамм стал доминирующим во всем мире. Сокращенный инкубационный период, высокая нагрузка на организм и длительная стадия выведения вируса. В отличие от прошлого года, всем тяжелым пациентам нужна вентиляция легких. Даже детям. До конца года кислородную станцию построят в Ухте. Уже появилась в Инте. Но с учетом нагрузки кислород даже для приполярного города все равно дополнительно закупают в Кирове. Это проблема сейчас общая для страны. Мы сегодня снова стоим на пороге того, что мы каждый день считаем по литрам кислород. По литрам. Кому сколько дать. Какому муниципалитету дать или не дать кислород. Потому что своего кислорода у нас нет, а вся страна сегодня на росте заболеваемости потребляет в разы больше, чем он был еще там 2, 3, 4, полгода назад, месяца. Поэтому койки-то мы можем с вами раскрывать еще. Да, у нас, что называется, резерв-то есть. Но смысл, если мы раскроем койки, но не обеспечим кислородозависимых пациентов кислородом. Главное, что остается неизменным – оружие против вируса. Защитный механизм – это по-прежнему просто прививка. Да, и с вакциной люди болеют. Такие пациенты переносят недуг легче. В отделениях реанимации привитых нет. Заболевание происходит либо только с симптомами ОРВИ, либо совсем бессимптомно при случайном медицинском обследовании. По въезду с отпуска перед выходом на работу абсолютно случайно человек обнаруживает, что у него положительный тест ПЦР. Также есть после вакцинации вакцинированные пациенты, которые попадали в стационар, лечатся на стационарном этапе, но ни одному из них не потребовался кислород до сегодняшнего дня. Ни одному. Не надо слушать то, что говорят вам социальные сети, а нужно слушать все-таки специалистов, гериатров, терапевтов, участковых и вакцинироваться. Данные по вакцинации по всему миру, это уже данные геронтологов наших Российской Федерации и мирового уровня, более 2 миллионов наблюдений было. Всего 2% из этого количества вакцинированных заболели. 2%. И у них протекала вакцинация, то есть и заболевания протекали легче. В Коми привитых больше, чем в среднем по России, но это пока не коллективный иммунитет. Одномоментно можно ввести вакцину против ковида и гриппа, который в Коми тоже есть. Доказано, что это безопасно, на эффективность не влияет. Пункты вакцинации в Коми открыты в доступных точках. Это и торговые центры, республиканский стадион, поликлиники, без записи и очереди. К вакцинации я подошла осознанно, то есть в связи с происходящей вокруг ситуацией, считаю, что это единственный способ защитить был себя и будущего своего ребенка в тот момент. Поэтому считаю, что нужно бояться не вакцины, а самого заболевания. Прививают в Коми и беременных. В период с 22 по 36 неделю это безопасно. Хотя, конечно, будущим мамам врачи советуют о здоровье подумать заранее. В прошлом году болели тяжело. Тех, кого мы досрочно родоразрешили, это примерно 4 человека. Но в этом году болеют тяжелее. В этом году много прошло с тяжелым течением, которые родоразрешать приходилось досрочно. Среди них есть глубоко недоношенные дети. Вот, поэтому есть неблагоприятный исход для детей и по сроку беременности, и по тяжести, потому что ковид, поражение легких, гипоксия, поэтому тоже это
влияет. Откладывать антиковидные ограничения дальше некуда. Новые запреты пока введены на неделю. Работа точек общепита только на вынос. Закроется розничная торговля, кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости. Ограничения коснутся сферы услуг, косметических и салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров. Табу на все досуговые и развлекательные события. Непривитым жителям 65+ выходить из дома рекомендовано только в случае острой необходимости. Детские сады с 1 по 3 ноября будут работать в формате дежурных групп. Дополнительное образование, площадки дневного пребывания для детей – все отменяется. За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились в следующих группах населения возрастных: дети до 1 года, дети организованные дошкольные, школьники, подростки и лица 65 лет и старше. Распределение заболевших по профессиональным группам наиболее высокое: работники сферы образования почти 13%, офисные работники и государственное управление, то есть служащие 11%, промышленные работники 10%, медицинские работники 9%, работники сферы общественного питания и торговли 8%. Новый локдаун принесет новые потери, но не это сейчас главное. Из финансовой ямы выбраться сложно, но возможно. Человеческие жизни не вернуть ни деньгами, ни развитой экономикой.